И на улицах это недопустимо. К сожалению, нельзя говорить о том, что вирусная инфекция у нас в Якутии побеждена. Мы, наоборот, сейчас ожидаем, что в связи с достаточно большим всплеском в других регионах страны, все равно в случае завозной инфекции они в республике будут регистрироваться, к сожалению. И здесь всем режим надо соблюдать. К сожалению, даже те, кто приехал из-за границы, некоторые не соблюдают режим самоизоляции. У нас это все зафиксировано. Все те, кто приехал из-за границы, они находятся сейчас под наблюдением в рамках самоизоляции. И современные информационные системы, в том числе с использованием данных сотовых операторов, позволяют нам отслеживать их. И еще раз хочу сказать, что, к сожалению, не все из них соблюдают. Говорить же, что эти все люди здоровые, до окончания карантина мы никак не можем. И поэтому надо понимать, особенности людям старшего поколения, выходя на улицу, что они себя подвергают огромной опасности. Даже сегодня, например, после того, как мы начали всех приезжающих из других регионов уже тоже регистрировать, сегодня, например, с рейсов мы 7 человек с высокой температурой госпитализировали. Сейчас у них будут браться анализы на предмет наличия инфекции. Так? Но таких случаев каждый день у нас много. И еще раз повторяю, что людям надо требования по самоизоляции соблюдать. И это залог именно вашего здоровья, здоровья ваших родных и близких. И еще раз в День всемирного здоровья я обращаюсь к якутянам, к жителям наших городов, наших сел. Все требования по самоизоляции, особенности Якутск, Жатай, Мирнинский, Нерюнгринский районы, будьте добры, соблюдайте. Это очень важно и это очень нужно. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 11 часов дня 7 апреля. Оставайтесь с нами.